На работу Зура Ахматукаева приходит пораньше. Любой работодатель такому рвению был бы только рад. Однако в онкологическом диспансере санитарку просят соблюдать установленный для нее режим. Группа инвалидности предполагает сокращенный график работы с сохранением полной зарплаты. Конечно, прихожу пораньше. Почему? Потому что я люблю свою работу. Уважаю, и мне, конечно, скучно. Я поэтому каждый день прихожу и работаю. В республике 11 тысяч безработных инвалидов. В Урус-Мартановском, Шалинском и Курчулойском районах их количество превышает средний показатель. Между тем, согласно закону, каждое ведомство обязано принимать такую категорию граждан на работу. В противном случае работодателю грозит административное наказание. Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу в размере не выше 3% среднесписочной численности работников. В прошлом году для инвалидов различными ведомствами было выделено 1158 рабочих мест. 47 из них до сих пор остаются вакантными. В 2014 году проведено плановых 18 проверок. Из них были привлечены к административной ответственности. Протокола есть предписание обязательное для исполнения. Ее общий стаж работы более 30 лет. Трудовую деятельность Зулай Сулейбанова начинала в первой городской больнице. О том, как она стала инвалидом, вспоминать не любит. ДТП поделила ее жизнь на до и после. Сегодня в онкологическом диспансере работают 12 инвалидов. 1 врач, 3 медсестры, 6 санитарок и 4 работника хозяйственной службы. Уже 4 года работаю, 5-й год как в онкодиспансере. Люблю лечить людей, помогать людям, оказывать первую помощь непосредственно. Сегодня прокурорские проверки выявили нарушения, связанные с организацией рабочих мест для инвалидов. Также не соблюдается порой график их работы. К тем, кто не последовал букве закона, приходят сотрудники прокуратуры. Повторное нарушение грозит уже не административным, а уголовным наказанием. Левтина Бнадыкова, Султан Умаров и Абубакар Абазов. Новости.